Сялемет сизбе. Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно начать понимать и начать разговаривать на казахском языке. Для этого в каждом видео я демонстрирую легкий, быстрый, эффективный способ запоминать быстро казахские слова. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как эремшек. Вот здесь вот три буквы. Эремшек. Угу. Читается эремшек. Не иремщик, не еремщик, а эремшек. Мягко, тонко. Эремшек. Эремшек — это и творог, и сыр. И творог, и сыр. То есть нет отдельного слова для творога, нет отдельного слова для сыр. Ну, я думаю, что это как-то связано, наверное, с кухней казахской. Вот. Что это все сделано из эремшек. В принципе, сыр делают из творога. Правильно? Вот. И поэтому, скорее всего, вот такое слово. Ну, я вам точно не могу сказать, почему нет отдельного слова для сыр, но у нас это тоже называется эремшек. Я подобрала вам вот такие фото. Вот могу поближе, да, поближе сейчас. Что-то запуталась. Вот эремшек. Это сыр на русском, эремшек. Так. Также вот это эремшек. И хочу показать еще эремшек, который, традиционно у многих казахов вот такой эремшек. То есть это тот же творог, только чуть-чуть подслащенный, чуть-чуть больше уваренный, по-моему. Я точно не знаю технологию приготовления вот такого эремшек. Ну, он такой больше уваренный, чуть-чуть подслащенный. И он потом вот режется вот такими брусочками или же просто кусочками. Сейчас покажу даже кусочки, может быть. Так, где? Ну ладно. Сейчас, может, здесь найду кусочки. А вот да, нашла. Вот такие вот кусочки эремшек. Обычно такой сладковатый, такой более плотный, чем обычный творог. Эремшек. Ну и теперь мы составляем предложение со словом эремшек. Ой, я очень люблю эремшек. Прямо могу полкило съесть за один раз. Очень вкусный. Прямо такой приятный на вкус. У меня бабушка делала вкусный эремшек. И потом на праздники, в какие-то такие знаменательные даты, в какие-то какие-то приятные, там, я не знаю, дни, или когда у нее было хорошее настроение, или когда ей хотелось нам сделать приятное, вот она нам выкладывала этот эремшек. Эремшек, кстати, очень долго хранится, в отличие от обычного творога. И я думаю, именно с этим связано вот такая технология приготовления, потому что у казахов раньше они вели кочевой способ жизни, и, конечно, не было никаких холодильников, а еду нужно было сохранить. И в связи с этим вот была придумана вот такая технология эремшек. Эремшек можно очень долго хранить. Он просто становится менее мягким, он становится твердым, но он не портится. Его можно, мне кажется, даже год хранить спокойно. Точно так же, например, как курт можно хранить год.
как минимум, а может даже и больше. Он просто становится более твердым, но его можно есть. Он не портится, с ним ничего не происходит. Вот. Также у меня есть знакомая, которая делает прямо такой из молока. У нее там несколько коров в подворье делала. И она прям делала домашний ремшек, домашний сыр. И потом кормила свою семью. У нее много детей. У нее, по-моему, 5 или 6 детей. И вот всех она кормила. Мы любим ремшек. У меня дочь любит ремшек. Моцарелла, потому что она этот ремшек тянется, и его можно там запечь в духовке или там добавить куда-то сверху яичницы или сверху какого-то другого блюда, и он такой придает тянущий такую консистенцию еде. Я, например, люблю ремшек ламбер. У нас есть хороший в Казахстане, в Алмате продается. Очень хороший, очень жирный ремшек и очень вкусный ремшек. Прям натуральный. Сейчас, кстати, появились в продаже, ну не сейчас уже, наверное, несколько лет назад, появились в продаже ремшек, которые не являются ремшек в настоящем смысле. То есть это просто сырные продукты. Там очень низкая жирность, и мне кажется, туда добавляют еще какие-то растительные масла. Может быть, я точно не знаю, но я бы не стала покупать и есть этот такой вид ремшек в кавычках. Это не ремшек, это сырный продукт. Нужно все-таки не жалеть от себя и покупать качественные ремшек. Они, конечно, дорогие сейчас, но по чуть-чуть можно. Я все хотела попробовать ремшек, итальянский ремшек, который вот такими этими шариками продаются. Забыла, как же их называют. Вот, и купила как-то, думала, ох, там такой шикарный будет ремшек. Ну, ничего такого. Я сейчас не обесцениваю, никого не критикую, да, но вот мне лично ничего не понравилось. Пресный такой кусочек сыра. Обычного, можно сказать, обычного овечьего сыра, что ли. Это моя точка зрения. Это не рецензия на какой-то продукт. Вот. Вот таким образом составляйте предложение со словом ремшек, посмотрите картинки. Если хотите, загуглите, посмотрите еще больше информации про ремшек. Попробуйте, купите ремшек, настоящий казахский ремшек, вот, который я сейчас вам показывала, он такой коричневатый. Попробуйте, вам точно понравится, и вы будете с удовольствием его есть. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы ставите мне лайки, делитесь своими мыслями, своими победами, пишите комментарии. Подписывайтесь на меня, делайте репосты. Для меня это очень-очень важно. Сау болыңыз. До свидания.